Эдик Хелшин, доброе утро, друзья. Так, захотелось салатику, вышла вот этот палисадничек свой, который я вам когда-то показывала, но кто у меня давно подписан, кто недавно подключился, он, наверное, конечно, не смотрел. Это тут вот 4, вот огурчик. Ой, солнышко, я не вижу, как я их срываю, что делаю. Ага, вот огурчики, видите. Это только 4 кустика тут было, огурчиков. Они у меня семечки упали, видимо, или с кармана, или с пакетика, который я выкидывала. И выросли 4 кустика вот таких вот. И я их на такую шпалерку натянула. И они у меня целое лето, видите. Вот я сорвала. Хотела салатик сегодня сделать. И вот сорвала их. Жалко, что помидор, конечно, нету. Но еще, видите, ну, тут почти килограмм огурчиков. Есть еще вот маленькие завязи, еще есть. Еще покажу. Вот даже большой есть. Вот висит и большой. Вот так вот. Видите, есть завязи еще очень много. Но пока очень хорошая погода стоит. В огороде, правда, вчера сын собрал мне 2 ведра ибрашку. Уже вы с ибрашкой знакомы, что даже говорить сын не надо. Надо называть его по имени. Я вчера ездила в ресторан. Его попросила сорвать. Он сорвал мне 2 ведра огурцов. Вот еще висит. Видите, все-таки вроде бы только 4 кустика, а огурчики хорошенькие. И не так сильно. Ой, и еще. Вот. И не так сильно вот засохли сами кусты. Просто снизу эти цыплята, да, утята, которые, утки, которые сюда нет-нет, да, прибегают, ободрали ее. Так, ну все, по-моему, огурчиков больше нет. И теперь я вам как-то тоже показывала, друзья, тем, которые действительно давно со мной, те, может быть, помнят. Но новенькие, конечно, нет. Помидорчик, который у меня тут вырос, тоже самосевом. Вот один помидор вырос. И смотрите, он, наверное, 1,5 метра точно. И посмотрите, какие помидорки. Большие, красивенькие. Видите? Вот. И вот первый помидор, который был, он уже почти, вот снизу, если я еще оторву его, видите, уже краснеть начинает. Жалко, вот я не буду знать, какой это сорт, можно было бы его посадить. Я его ни разу ничем не обрабатывала, ничем не опрыскивала. Видите, он даже не болеет, представляете, все с ним хорошо. А те помидоры, которые были там в огороде, у меня сильно заболели. И, в принципе, в этом году я получила очень мало урожая. Хотя в прошлом году и в других годах полностью все лето мы ели свои помидоры. И кроме закруток помидор, все салаты, все вот эти, все, что нужно перекручивать, я делала из своих собственных помидоров. Просто солить я не люблю круглые, а сливки я обычно не сажаю у себя в огороде. Видите, завязи огурчиков все-таки еще есть. Ну вот, друзья, уже в огородах, палисадниках. Не очень-то красиво, хотя в этом году у меня и так не было, можно сказать, так красиво, как обычно. Флоксики, видите, уже 3-й или 4-й раз начинают цвести флоксики. И вот одни упали, и вот новые идут. Скоро флокс опять зацветет, видите, потому что жарко, хорошо, как будто бы летом. Температура поднимается днем за 30. Малина понемножечку краснеет, уже отяжелела она. Видите, сколько малины. Кусты уже стали тяжелые. И я, друзья, не знала, что их можно точно так же, как и огурцы, делать шпалеры и подвешивать их. Ну вот, да, в смысле как. Потому что действительно вот так вот, как только малина у меня очень крупная, но ее мало. Это тоже возродившаяся малина, из которой были раньше у меня. Она всегда вот так вот до земли почти уходит. И поэтому и то, что соприкасается с землей, конечно, запревает. У меня бывали такие проблемы. Я иногда вот так колышками подпирала их. Оказывается, можно делать, посадить их в ряд и натянуть как шпалеру. Видите, малинка скоро будет зреть. Тут есть еще немножко. Ой, сейчас упадут. Ой, видите, она перезрела, я не заметила. Вот есть созревшие. Хотя были еще созревшие. Я с утра вышла, поела немного. Вот видите, какой... Смотрите, вот сколько, я не знаю, видно или нет. И очень крупные. Видите, вот они тяжелые веточки уже.
и почти до земли падают. Так, надо яблок. Уже падают яблоки. Быстро сорвать их, попросить Ибрашку, чтобы он их нарвал, и сделать повидло яблочное для пирогов. У меня вторая дочь любит очень яблочное повидло. И Ибрашка любит яблочное повидло очень. Так, ой, у меня, наверное, кислотность повышена. Одну маленькую съела, такая кислота. Так, видите, какая маленькая. Вот я ее буду скоро пересаживать. Посажу ее в ряд как-то. Наверное, вот так вот, где у меня заканчиваются деревья. Посажу ее в ряд. Как раз вот этой будет хватит, наверное, на ряд или на 2 даже хватит. Так, не знаю, как получится. У меня задумок очень много, но денег нет. Мне очень нужна была одна машина чернозема. Конечно, много чего надо и в огороде, и в саду, и в палисадниках перестраивать, переделывать. Земля мне нужна, очень нужен чернозем, одна машина. Не знаю, никак не могу, уже 3-й год не могу как-то сэкономить на машину чернозема, купить ее. Земля нужна очень для палисадников. И тут, и в этом вот садике, огородике мне тоже нужна земля. Хочу второй бы палисадник сделать. Хотелось бы много цветов, конечно, купить, но вы знаете, все-таки цветы тоже дорогие. Если купить там, например, 10 кустов роз, это уже 1500-2000, смотря какие розы. Да и другие цветы не очень-то, не из дешевых. Очень хочется, но из-за того, что не получается, да, это только хочется. Ну ничего, алхамдулилlah, как будет. Если не получится покупать такие вот розы, там, тюльпаны или что-то, чтобы посадить на будущий год, ничего, я посею семена весной однолеток, они семена дешевые, и посажу однолетки, и тоже будет, я надеюсь, красиво. Лишь бы мы были живы и здоровы. Я не отчаиваюсь, ничего страшного. Цветочки в любое время можно посеять, посадить. Куплю сколько смогу кустов роз. Очень хотела, заказывала тюльпаны, но что-то мой заказ... Мне позвонили, сказали, но я была на свадьбе, и сказали, что пришлют сколько и что, но почему-то никто ничего не присылает. Я заказывала тюльпаны по интернету, интернет-магазину. И мне, наверное, надо будет еще раз связаться с этим магазином. И тут у нас на рынке я видела тюльпаны уже продаются. Ну, надо посмотреть, выбрать. Были просто низкорослые, мне бы хотелось немножко повыше тюльпаны. И мне бы очень хотелось вот посадить тюльпаны и гладиолусы в эти... Ну, в горшки, как комнатные цветы, я их где-то видела, и мне этим тоже надо заняться. Но дизайном я не дружу, если честно, с дизайном огорода я не дружу. Мне бы очень хотелось так, чтобы был дизайн и огорода, и палисадников красивый. Но как-то у меня это не получается. Ну вот, друзья, птицу Ибрашка покормил, выпустил. У меня немного больше времени остается из-за того, что он это все на себя взял. Теперь мне надо... Ну, вряд ли сейчас, потому что молоко собирала почти уже сколько, 4-5 дней, ничего с ним не делала. Почти весь морозильник мой полный, но оно не разморозится пока. Вечером, наверное, буду пропускать. Ну, что-то приготовлю. Завтрак мы уже поели. Я сварила пшеничную кашу. Ну, на обед что-нибудь приготовлю. Может быть, поснимаю, не знаю точно. Посмотрим. Просто у меня ограниченный набор продуктов, и я не знаю, что снять. Я и на рынке давно не была, и тут в магазине что-то не так. Ну, мясо у меня где-то есть, и мясо есть, и фарш есть. Ну, что-нибудь придумаем, друзья, и я вам покажу, что я готовлю. Может быть, из того, из чего нету, как говорится. Посмотрим. Ну, так, и вот, добрый день, друзья. Утром чуть-чуть поснимала в палисаднике, так целый день ничего не снимала. Во-первых, было и времени не было, кое-что занималась домом, уборкой, то все, немного и полентяйничала, посидела, в телефоне много сидела, если честно. Приготовила борщ на обед, видите, мы уже поели. Это уже после того, как мы поели, перелила в другую кастрюльку. Вот у меня, я согрела молоко уже с водой. И вот хочу
сделать пиццу. Вернее, я не очень-то хотела, если честно, ее делать, но как-то мы как раз, мне сестра вчера, когда ехала домой, положила грудинку, копченую грудинку от индейки. И одну эту, и одну ляжку. Ну, ляжку мы все поели понемножку. Ну, из грудинки тоже поели, но оставалась грудинка. Я как-то сидим, мы как-то сидим за обедом, едим борщ с Ибрашкой и с мамой. Я говорю, наверное, если с этой грудинкой пицца была бы вкусная. И все, его как зацепило, и мне теперь надо готовить пиццу. Ну и вот решила вам показать, как я ее готовлю. Пока просто не буду устанавливать штатив, что-то делать. Просто сейчас я сделаю опару, как обычно. Пиццу. Я приготовлю пиццу, как я ее готовила на работе, когда работала в кафе. Вот добавляю немножко сахара, соли нет. Добавляю ложечку муки и дрожжи пакетик. Вот такой у меня пакетик дрожжей, 11 грамм. Не знаю, какие дрожжи, такие я и не покупала никогда. А эти пакетики я купила, когда у меня были огурцы, удобрять огурцы. Вот перемешала муку, сахар и дрожжи. И теперь добавлю водички. Вот. Ну, полстакана добавлю водички, перемешаю и поставлю опару. Она буквально минут через 10-15 должна подойти. Так, ну и вот, друзья, опара моя подошла. Даже уже опустилась, если честно. Но ничего, это не мешает. Так. Значит так, молоко я уже подогрела вместе с водой. Тут пол-литра молока и пол-литра воды. Мука просеяна, друзья. Сейчас наливаем сюда нашу жидкость. Сюда же наливаем нашу опару. Так, 2 яйца. Яйцо домашнее, очень даже желтые, жуткие. Так, полстакана растительного масла. Так. И было бы хорошо, конечно, если бы было чуть-чуть больше сливочного масла, но у меня только вот этот кусочек остался. Почти что перетопленное, так что добавлю и это маслица немножко. Все. И теперь будем замешивать тесто. Соль добавим чуть-чуть попозже. Я когда когда у меня была такая ситуация, что мне надо было идти на работу, ну так мы так поговорили дома и решила выйти на работу в кафе, но я боялась выйти на работу поваром, если честно. И попросила свою дочку дать мне объявление, что, ну, или посмотреть в объявлении, или дать объявление, что, ну, выйти просто посудомойщицей. Ну, моя дочка знала, что мне, конечно, это не хочется так работать, но у меня была такая ситуация, что мне надо было хоть на какую работу. Она мне говорит, а почему ты поваром не пойдешь, мама, ты же вкусно готовишь. Я говорю, нет, готовить в кафе это ответственность, и я побоюсь. Скажи, что вот именно нужна работа, посудомойщицей я выйду. И, вы знаете, оказывается, она написала не посудомойщица, а написала поваром, и мне начали звонить. И я отказывалась, я говорила, нет, я даже не давала. Она говорит, мама, ну почему ты пошла бы? Я говорю, нет, я никогда в жизни не готовила, ну, для такой большой массы людей, я побоюсь, вдруг я что-то не так сделаю, или что-то, или как-то. И вот как-то в больницу куда-то пошла, не знаю, то ли кого-то проведать, я не помню. И зашла в кафешку, которая рядом с больницей. И там была такая табличка, что требуется посудомойщица. Ну, я подошла, спросила. Они сказали, да, требуется, но не сразу, короче. Там то ли она в декрет хотела уйти, то ли что, через несколько недель мы вам позвоним.
хорошо, позвоним, позвоним. И все, я даже забыла, если честно. И через какое-то время мне звонят. Звонят и говорят, что вот вы оставляли свой номер телефона, а нам нужна работница. Ну, я как, конечно, вышла, пошла. Хотя и дочки были и против, чтобы я туда пошла, именно посудомойщицей. Ну, в принципе, я никогда никакой работы не стеснялась. Любая работа хороша, тем более, чем сидеть без денег. И придя туда на работу, они мне сказали: нет, у нас посудомойщица есть, она не хочет, не собирается уходить, осталась там, ну, не знаю, какие-то. Не надо было ей, короче, в декрет. Мы тебя возьмем помощницей повара. И вот они меня взяли помощницей повара, я так начала потихонечку работать, даже не потихонечку, а проработала 1 день только. Там было 3 повара, если честно. 1 повар мясной, 2 повар делал салаты, и 3 повар чисто на мантах, пельмени там не делали. И вот повар, который... Так, сейчас я еще соль добавлю, уже можно добавить соль. Столовую ложку соли. Чуть-чуть еще. И повар, ну, я ушла на 1 день. 1 день я поработала, на 2-й день мне надо было обязательно пойти на похороны. Я отпросилась, ушла на похороны. И через день, как всегда, как мне надо было выходить на работу, вышла на работу. И они мне заявляют, что вот тот день, когда меня не было, повар, который делает манты, сломала палец руки, упала и сломала палец руки, и что нужно ее заменить. И они мне говорят: ну, ты умеешь? Ну, я говорю: в принципе, конечно, умею. Ну, я много не готовила, готовила себе, для себя манты. Не знаю, ну, и они мне: давай попробуй. И так вот я начала делать манты у них. Клиентам очень понравилось, и хозяйке самой понравилось. Я месяц там так поработала, пока та еще была на больничном. Ну, не на больничном кафе, это не это самое, не государственное, но она пока еще была в гипсе. Зарплата у меня, конечно, была очень маленькая, работы было много, я уставала очень. 500 рублей только мне давали за целый день. Мне надо было лепить манты. Но, правда, больше ничего не надо было делать, ничего готовить, только чисто одни манты готовить. И по мере того, как эти манты продавались, мне их надо было ставить для того, чтобы они, ну, варить. Следить, чтобы были постоянно манты готовые. Вот в этом заключалась моя работа. Оказывается, я муки мало взяла. И вы знаете, как-то в один, ну, проработав месяц, они что-то начали там возмущаться. Ну, не возмущаться, там свои права, 2-й, 3-й повар. Ну, 2-й повар, который мясной повар. Она начала мне там, ну, не мне, а как-то. Манты были, ну, накопились, я их налепила много, они были в этом морозильнике уже. Ну, хозяин, хозяйка там были, муж с женой. Они мне ничего не сказали, я как-то вот спокойно уходила домой вечером в этот день. Ну и отработав, вот я на чем остановилась, отработав свой рабочий день, мант было накоплено много, и я ушла домой и сидела в автобусе, когда мне позвонила вот этот 2-й повар. И сказала, что мне завтра не надо приходить на работу. Ну, типа, мант много, лепить их завтра не будет, а ставить, готовить, ну, в смысле, ставить, варить мы сами будем успевать. Ну, и говорит, типа, хозяйка мне сказала, чтобы тебе сказать, что завтра не надо на работу. У меня действительно тогда была такая напряженная обстановка, что нужны были деньги. И даже если они не нужны были, мне просто стало обидно, потому что в тот момент, когда им нужно было, я их поддержала, я не зная то, что мое положение, я им рассказала обо всем. То, что вот из-за этого одного дня, там из-за того, что из-за 500 рублей они меня оставляют дома, хотя я знала, хотя и они знали, что я эти 500 рублей отработаю с лихвой. Ну и я вообще по жизни, если честно, человек обидчивый, я сильно обижаюсь. И
Так, тесто мое готово. Вы не думайте, что вот это вот надо на одну или на две пиццы. Это очень много, это много теста. Я просто специально его замесила, чтобы положить в холодильник и размораживать, когда мне нужно. Для чего нужно мне еще пирожки там в плане, чтобы их сделать из мяса. Поэтому... И вы знаете, сидя в автобусе, я ждала, пока мой автобус тронется, я начала искать, у нас Беркут, такое объявление в Беркуте, насчет работы. И нашла объявление, позвонила им, и они мне сказали, что да, им нужен мучной повар, что, но у них были такие условия, что повару нужно готовить практически все мучное. И пирожки, и чапельгиш, и хингелиш, ну, это с тыквой печеные, и чебуреки, и пельмени, и вареники, и с картошкой, и с творогом, и валибахи надо делать, и фетчины надо делать, и в том же числе перечислили, что надо делать пиццу. Я к чему веду издалека. Но я им сказала, что то, что они перечислили, я еще смогу сделать, но пиццу я никогда не делала. Я действительно вот 3 года назад, когда устраивалась на работу, никогда не делала пиццу. На что мне вот хозяйка кафе ответила: ничего страшного, если остальное вы умеете готовить, пиццу совершенно легко сделать, мы вас научим. И вот так вот я вышла в это кафе на работу на второй же день. Вот сегодня мне сказали, чтобы я завтра не приходила. Вот на этот завтра я уже ушла с этой работы и пошла на эту работу, на другую. Хотя мне сразу стали звонить. Второй повар была со мной в очень хороших отношениях. Она мне сказала, что она типа вот сама хозяйке сказала, зачем вы будете завтра платить лишние 500 рублей. Там у нее много мант набрано, послезавтра пусть придет. И узнав об этом, хозяин и хозяйка сказали, чтобы, ну, типа, чтобы позвонить мне, чтобы меня вернуть каким-то образом. И он сам позвонил мне и сказал, чтобы я вернулась, что, типа, не с его слова было это сказано. Но я девочка гордая, я не вернулась. Я осталась на этой работе. И в действительности, в принципе, ну, конечно, наверное, пиццы делают как-то еще более заморачиваются, что-то делают. Но сколько мы бы их не делали, что я, что кто-то другой у нас в кафе, никто нам на пиццы не жаловался, не нравились. И вот я поэтому сделала это тесто по рецепту нашего кафе. Вот как я делала в этом кафе. Но если честно, в большинстве случаев пиццу в кафе я делала из обычного теста, которое делала я чапельгиш. Дрожжевое делала очень редко. Очень редко. Потому что его надо было замораживать не всегда. Заказы у нас не всегда были на пиццу. И чтобы там не размораживать, не заморачиваться. Тем более людям нравилась пицца из такого теста, из теста кефирного, так назовем. Я делала больше из кефирного. Но когда были вот заказы, у нас были заказы там на банкеты, ну, дети приходили какие-то, там отмечали свои праздники. Вот для них, в действительности, я вот замешивала такое тесто. И это же тесто я замешивала и на пирожки с капустой, которые я делала. Ну вот, друзья. Короче, так получилось. У нас как? Пол-литра молока, пол-литра воды, 10-11 грамм дрожжей, где-то больше, ну, полная ложка чайная сахара, полная ложка с горкой соли, полстакана растительного масла. И все. И замешивается тесто. Ну, вот такое оно. И не густое, и не жидкое. Обычное дрожжевое тесто. Все, теперь мы его поставим настаиваться на час или на 40 минут. В течение этого времени, как только оно подойдет, один раз я его еще и буду уминать. Вот так вот, друзья. Так что будет сегодня пицца, я надеюсь. Тем временем я продолжу убирать свою посуду. Так, друзья, тесто у меня подошло немножко. Прошло минут 30. Я сейчас его немножечко помну. Так, тоже не стала ставить штатив. Ну, вот так вот оно еще постоит минут 20, наверное. Вот, пока прозвучит азан, друзья. Вот сделаю намаз, подаю корову и буду делать пиццу. Так, и
вот, друзья, тесто наше подошло. Видите, оно уже пышное, мягкое, пористое. Сейчас будем делать пиццу. Так, и вот, девочки, сейчас, девочки, мальчики, я покажу вам. Так, я вам сказала, что у меня осталась индюшиная грудка, которую мне прислала сестра со свадьбы. Сыр моцарелла нам нужен, помидорки, майонез и кетчуп. И я сейчас все это подготовлю, и мы будем делать пиццу. Так, и вот, друзья, натерла я на терке сыр, порезала грудинку копченую, индюшачью, нарезала помидоры. А грудинка действительно обалденно вкусная. Именно вот индейка мне очень понравилась вот на свадьбе, как ее коптили. И если что, так буду всегда заказывать у них копченых индеек. Очень вкусно. Так, и вот сейчас будем делать пиццу. Я хочу сделать 2 пиццы, одной нам будет мало. Так что, друзья, вот так вот. Ну, по идее, никто не жаловался на пиццы, которые я делала у нас в кафешке. Ну, конечно, я не профи, и пиццы у нас сами, в принципе, были самые простенькие. Ну, заказывали так, частенько. Не сказать, что прямо каждый день, но практически каждый день. Бывали заказы. Никто не нравился, даже никто не жаловался, даже вот нравились им наши пиццы, даже и по вкусу, и по цене. Потому что в специальных пиццерий у нас там рядом была, у них пиццы были дороже, и начинку они ложили очень мало. Говорят, по крайней мере, но я не знаю. Я их не ела, не знаю. А тут, если честно, надо быть объективным и честным. Хозяйка никогда, хозяйка кафе, заведующая наша, никогда не экономила на том, чтобы вот на приготовлении. Никогда не жадничала, не экономила и никогда не покупала плохие, ну, как сказать, плохие дешевые продукты. Все было высшего класса, мясо высшего класса, все буквально хорошо. И всегда говорила, чтобы и в пицце, и в пирожках, и в чапе, что бы мы ни готовили, чтобы начинки было нормально, и чтобы мы готовили, как бы готовили для себя дома. Так, теперь я немножечко майонеза тут сюда сделаю, и кетчуп. Просила купить кетчуп Хайнц, говорит, что не было, а это прям вот, это же явно видно, что краситель. Может быть, немножечко разжечь и сюда еще положить. Домашний. И вот теперь смажем это все. Надо вот, хочу в этом году, собираюсь сделать именно вот для пиццы соусы сделать на зиму из помидор, чтобы не покупать, потому что теперь мы частенько стали делать пиццы, просят мальчики всегда. Так, если сейчас еще увидит сын мой из Москвы, тоже захочет. Он очень любит тоже мою пиццу, говорит, вкуснее твоей пиццы я не ел. Ну, наверное, мне мстит. Так, вот чуть-чуть посыпем сыру. Сначала вот вниз положим вот так вот грудинку. Я, если честно, одну уже пиццу собрала без съемки в другую форму. Вот именно в этой форме хочу показать вам. Эта форма более объемнее, она мне больше нравится. И это тефаль. Очень хорошая формочка, ничего не пригорает, ничего не прилипает. И теперь вот так вот положим помидорки. Так, я не люблю очень много помидоров, конечно, в пицце. Вот так вот, друзья.
у меня теперь будет лежать тесто в морозильнике в любой момент. Я могу его разморозить. И бывает много остатков у меня и мяса там, и вареного, и такого, и куриного. И без проблем раз собрал. Просто я даже вот для того, чтобы показать, для вас делаю именно моцареллой. А так, в принципе, мы даже пиццу делаем из своего сыра. Домашнего сыра, потому что когда он бывает свежий, молодой, он тоже, ну, не настолько тягучий, конечно, как моцарелла, но бывает вкусно, так что не очень-то заморачиваюсь всем этим, приготавливаю, и бывает вкусно. А сейчас я просто моцареллу, потому что она более, ну, так красиво тянется. Я бы не сказала, что прям вкуснее, но красивее тянется. Вот и все. Теперь я поставлю. Так, покажу вам вторую пиццу тоже. Вот, друзья, вторая пицца. Я надеюсь, вы ее видите тоже. Вот теперь эти две пиццы пойдут в духовку. Так, одна у меня духовка на улице, одна здесь. И теперь я вам покажу уже готовую пиццу. Так. Вот пицца наша готова. Так, немножко теперь постояла и разрежем ее. Ну, получилось очень даже неплохо. Хрустящая, поджаристая. Так. Так вот, друзья, вот такая вот пицца. Очень вкусная. С таким вот тянущимся сыром. Это одна, и скоро сейчас еще подойдет вторая. Так, теперь и вторая пицца наша, мне кажется, готова. Не буду ее так сильно прожаривать, как первая. Так, вот видите, вот эта форма мне не нравится. Здесь все-таки немного прилипает обычно у меня пицца. В этой форме действительно очень прилипает. Я еле ее вытащила. Просто там большие дырочки, тесто в эту большие дырочки проваливается, и поэтому не прилипает. Но так тоже пицца хрустящая. Я менее ее прожарила сверху, теперь вот сыр более тягучий именно в этой пицце, видите? Очень вкусно будет. Ну вот и все. Сегодняшний наш ужин. Так, если кто захочет есть борщ, подогрева борщ и 2 пиццы.